Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры. Сёння мы абмяркуем абсалютна, на мою думку, нерэальную з'яву, такую з'яву, як бегавыя марафоны, якія адбываюцца побач з беларускімі славутасцямі, ад сцен беларускіх замкаў стартуюць і там жа сканчаюцца. Я шчыра не ведаў, што такое ў нашай краіне існуе. Госць нашай студыі гэта Михаил Сидорук. Прывітанне, Михаил. Прывітанне. Михаил кіруе Федэрацыяй прыгодніцкіх гонак, якая гэтыя марафоны і арганізоўвае. Михаил, наколькі у вас папулярны рух? Вот колькі ў ім удзельнічае чалавек, колькі людзей збіраюцца на такие ивенты? У нас достаточно много разных мероприятий, то есть в течение года мы проводим больше 10 различных мероприятий, и они разного масштаба. От где-то 200-250 человек до самого большого нашего марафона, это 1200 человек. В этом году мы надеемся собрать 1500 человек на марафон на Либоке, он в 11 год пройдет. Там 250 человек это минимум. Это минимум, да. Последних 2 года меньших мероприятий у нас не получается, людям это нравится, и нам это тоже нравится. Марафоны усе, все, па-першае, мерапрыемствы бегавыя, ці роварныя, ці ёсць нешта іншае? Есть. Сейчас мы проводим 3 разных типа мероприятий. Первое — это забеги. Трейловые забеги, то есть забеги по тропам, дорогам, просто бездорожье. То есть это не асфальт, нам самим больше нравится природа. Второе — это веломарафоны. Точно такие же неасфальтовые велосипедные марафоны от 40 километров до 200 километров, самые длинные, которые мы делаем. И третья часть — это как раз приключенческие гонки, пригодницкие гонки. Это такое сборное мероприятие, где есть бег, где есть велосипед, где есть гребли, может быть, плавание, веревки, и это все с ориентированием. То есть участники на старте получают карту, много контрольных пунктов, которые надо посетить. И компас, навигатор в руки, и побежали. Паўсюль трэба ўсё ж таки неяк перемещаться с места на место. Да. Вельми хутка, пожадано. Ну, тут на самом деле мы для себя уже достаточно давно решили, что для нас гораздо важнее фан, для нас важнее приключения и впечатления, нежели спорт. То есть мы скорее вот какой-то такой активный отдых, нежели спорт. Вот. В том числе плюс еще и путешествия. Это, ну, и для нас, и для участников. То есть не чистый спорт, потому что, спорт — это какое-то такое сильное преодоление себя на грани травм, там, с мощной подготовкой. У нас скорее немножечко другое. То есть это вот фан в первую очередь. То есть получить удовольствие от мероприятия. Но для меня, например, 42 километра пробегче — это пераадоленне сябе на мяжы з траўмамі, з травмой психологичной. Да, но никто не заставляет именно бежать. У нас всегда очень такое большое контрольное время, которое мы даем на вот это все. И на самом деле достаточно много людей к нам приходит гулять. Скажем так, то есть они идут быстро, подбегают, но многие приходят там с детьми, с собаками, с колясками. Для меня был шок в прошлом году, как раз в Крево, когда 10-километровый наш трейл с хорошими холмами, то есть там вот с бездорожьем, где асфальта не было вообще ни 1 сантиметра, команда «Крыльев ангелов» с беговой коляской, они это все сделали и были не последними. Это внушает такое вот уважение к тому, что и они в том числе делают. И это говорит о том, что можно всем. Нават крылы анёла удзельнічаюць у таких рэчах, так? Да. Вось тое, што спорт гэта не галоўнае для вас, я зразумеў, але мне здаецца, што па маім досведзе ўдзелу ў іншых спартовых мерапрыемствах проста немагчыма, каб сярод удзельнікаў не было прынамсі нейкая частка таких прям спартовцев, да, которым важно перамагчы. У вас такие так само? Да, конечно. То есть у нас такие есть, они приезжают, они получают свое удовольствие. У них немножечко свое удовольствие. Просто мы пытаемся сразу же объяснить, что, ребята, для нас вот это вот такая именно чисто спортивная, скажем так, близкая к профессиональному спорту момент, он для нас не первоочередной. Он есть.
Мы четко ведем результаты, у нас там четкое положение, регламенты, вот прочее, 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 но при этом Сочыце для за нас... тым, каб ніхто не срезал. Да, там, да, вот конечно. это То есть всё. все вот это есть. Вопрос в том, что и электронная отметка с точностью там до десятых и до сотых секунды такая же практически такая же, как наши там, не знаю, биатлонисты используют. То есть там вот чуть ли не с фотофинишем. Но это не первоочередное. Сам маршрут, сама история маршрута, как он проложен, для нас важнее. А прызы ўсе атрымліваюць аднолькавыя. Ну вот медаль, да, вось якраз перад эфірам я паглядзеў, які прыгожы медаль атрымаюць удзельнікі бліжэйшага, я так разумею, забега, які называецца Вітаўт, забега і заезда. Крыху пазней мы про яго паговорым. Вось такія медалі атрымаюць усе? Да, то есть есть медаль, это медаль финишера, которая вот, наверное, последние лет 20 во всем мире принято на беговых, особенно мероприятиях, каждый финишер получает свою медаль. Медаль финишера. То есть она не наградная, как скажем, то есть не первое, второе, третье место, это как бы медаль за преодоление. То есть то, что ты это сделал, это какая-то память. А мы для себя вот как раз по медалям решили, что мы хотим, чтобы наша каждая медаль была как бы похожа, как бы что-то рассказывал про место, где мы проводим, про сам старт, про его специфику. И кроме того, так как мы все это делаем на природе, мы ушли от, например, металлических медалей. То есть мы ушли к деревянным и глиняным медалям именно потому, что металлическая медаль есть везде. Любой асфальтовый забег подарит вам там железную медальку, которую можно повесить на стену. Мы специально, вот сознательно ушли от этого в сторону каких-то таких, скажем так, натуральных материалов, которые просто ближе к тому, что мы проводим. А як гэта адбываецца? Это нагадвае больш ну вот такія спаборніцтвы, як часам мы ўжо бачым і на вуліцах Мінска, да, вот такія масавыя забегі. Ці гэта, ну я не ведаю, больш нагадвае савецкі турслёт такі з гітарамі, з вогнішчамі, там, з песнямі. Нет, это как раз скорее забеги. Вот, есть у нас несколько мероприятий, которые мы как раз делаем немножко в другом ключе, чтобы можно было приехать как на пикник, что ли. Там у нас есть летом, вот с 6 на 7 июля забег ночной Купали. И вот там мы ищем площадку какого-нибудь кемпинга, где можно вот кроме того, чтобы пробежаться, еще остаться, пообщаться. Этого тоже не хватает как участникам. Им всем интересно. Они знакомятся на дистанции. Им интересно продолжение общения. Ну, то есть, потому что одно дело перекинуться там 5 словами, поддержать друг друга на дистанции. Другое дело пообщаться, если это заинтересовало. Это интересно нам услышать какой-то живой фидбэк, а не того, что «спасибо, мы уехали». Вот. То бок гэта не абавязковы этап. Нет. Як это зараз кажуць моднае слово нетворкінг, да? Вось, але этап, ну, такі, які ўсе любяць, ну, можа, патусавацца. Да? Патусавацца. Мне просто здаецца, што вот менавіта на такіх івентах, звязаных са славутасцямі, да, з беларускай гісторыяй там і сучаснасцю, вот менавіта такі нетворкінг, это, ну, можа быць бадай што паловай, ну, такого вот гуманітарнага складніка марафона, да? Калі людзі могуць абмеркаваць тое, што яны пабачылі. Там. А вот я б заўважыў гэта. Я ведаю пра Крэўскі замак гэта, да? А я гэта, бо іначай месца, можа, і не знойдзецца. Да, ну, опять же, мы пытаемся это сделать еще на какой-то предварительной стадии, да, то есть за счет социальных сетей, за счет того, что мы рассказываем про разные места, где мы будем, что мы будем, почему там. И откуда берется история этого места и что еще интересного вы можете увидеть. Потому что этого невозможно рассказать на дистанции. У нас не экскурсия, то есть мы не можем каждому микрофончик вставить в ухо и рассказывать. Это, конечно, было пока не можем. То есть я думаю, что это на самом деле там вопрос каких-нибудь там 10 лет. Аудиогид по марафоне. Вот это масштаб. Это достаточно, я думаю, что скорое будущее везде, потому что это, в общем-то, какой-то элемент дополненной реальности. В любом случае 90% наших участников включают различные фитнес-трекеры или спортивные трекеры, то есть они в любом случае знают свое географическое месторасположение, поэтому дополнить туда вот кусочек аудиогида, это уже, по-моему, вот вообще... Как это? Эту задачу можно решать прямо сейчас, вопрос пока это никому
не надо. Это какие-то такие мечты, скажем так. Но мы это вот на предварительной стадии стараемся сделать, чтобы люди, когда они уже пробегают или проезжают, у них не так много времени, особенно тем, кто там что-то борется, но краем глаза они могут заметить. И некоторые вещи сложно не заметить. Возникает вопрос, а что это такое? Ну, Если да. они об этом прочитали за неделю до старта, возможно, они это вспомнят и прочитают еще раз. Бо замак у Крэве пачаў неяк аднаўляцца, да, туды везуць камяні, вось, і нейкі працэс пайшоў, як кажуць, да? Ну вот мы за замком наблюдаем последние где-то года 4 Калі вы стартуеце и видеть. Ну, ад мы этого один места, год да? стартовали, но до этого мы делали, например, автомобильный квест «Дорога замков», приезжали туда, там, в принципе, работы, вот какие-то идеи у нас достаточно давно появлялись по нему, плюс мы в Крево заезжали на мероприятие как раз на марафоне на Любоке в 2015 году, то есть вот как-то видим эти изменения, и, например, в прошлом году мы смогли сделать старт, один из стартов прямо вот из дворика замка, и плюс детскую дистанцию, мы всегда ее делаем на любом старте, там, от самых маленьких до юниоров, мы смогли сделать прямо внутри замка. А насколько я вот вижу сейчас, то в этом году мы этого уже не сможем сделать, но это вызывает скорее... А чаму не зможаце зрабіць? Ну, там идут строительные Там работы, началась как бы, будова. да, то есть, и поэтому, как бы, с одной стороны, для нас это определенный минус, потому что детям побегать по замку нравится, но с другой стороны, это огромный плюс в том, что особенно те люди, которые приедут туда второй раз, они увидят вот это движение, и, возможно, кого-то это сподвигнет, опять же, помогать замку. Потому что оказалось так, что в прошлом году больше половины людей, которые к нам приехали, не были в Кревском замке. Несмотря на то, что они постоянно ездят в Вильнюс и так далее. Более того, один из наших участников — это один из руководителей нашего литовского посольства в Беларуси, и мы с ним не так давно обсуждали. Он говорит, очень хочу приехать в Крево, потому что несколько лет подряд езжу домой и на работу мимо Кревского замка. И ни разу, говорит, не смог заехать. Вижу каждый раз указатель, всегда что-то мешает. Надо, говорит, приехать к вам на веломарафон, проехать его, заодно вот увидеть, потому что это не только наша история. Сябры, мы перерываемся на короткую музычную паузу и выпуск навінаў. Вернемся ў студыю Еўрарадыё праз 4 хвіліны, каб працягнуць размову пра абсалютна, на мою думку, цікавую, унікальную беларускую з'яву марафоны ўздоўж гістарычных славутасцяў, ну і ў перамешку з сучаснымі ветрагенератарамі, якія зараз можна назіраць у Беларусі. Міхаіл Сідарук з Федэрацыі прыгодніцкіх гонак у нашай студыі. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Беларуская кампанія ЛСТР паслухала прэс-сакратарку Александра Лукашэнкі і выпусціла шкарпэткі з аўтазакам. Пра гэта вытворцы паведамілі ў сваім акаунце ў Твітары. Цытую: «Паслухалі інтэрв'ю Наталлі Эйсмант і зрабілі шкарпэткі з аўтазакамі». Тэлеінтэрв'ю з Наталляй Эйсмант прэс-сакратаркай Александра Лукашэнкі выйшла на пачатку сакавіка. Жанчына заявіла, што слова «дыктатура» набывае пазітыўнае адценне і становіцца брэндам. Шкарпэткі з аўтазакамі, выпушчаныя абмежаванай партыяй
старты можна купіць у краме ЛСТР у Мінску, а мы друкуем выяву гэтых шкарпэтак. Пад Мінскам затрымалі 12 мінёраў, якія працавалі на адну краму інтэрнэт-наркотыкаў. Пры гэтым канфіскавана больш за кілаграм 300 грамаў розных псіхатропаў. Самому маладому закладчыку 15, самому старэйшаму 27. Ім пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі кожнаму, бо крымінальная адказнасць за гэта ад 14 год. Прэм'ерка Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй заявіла, выступаючы на Даўнінг-стрыт перад прэсай, што не будзе працягваць тэрміну Брэксіту далей, чым да 30 чэрвеня, і выключыла правядзенне другога рэферэндума. Таксама яна звінаваціла дэпутатаў парламента ў тым, што яны зацягваюць рашэнне па Брэксіце. У Новай Зеландыі ідэнтыфікавалі ўсіх 50 ахвяраў тэракту ў Крайстчэрчы. Арыштаваныя трое падазраваных, абвінавачанні прад'яўлены аднаму 27-гадоваму аўстралійцу Брэнтану Таранту. Пры гэтым будуць забіраць зброю, тып якой выкарыстоўваўся ў тэрарыстычнай атацы. Цяпер распрацоўваецца парадак выкупу зброі ва ўладальнікаў. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, працягваем наш эфір пра бегавыя марафоны, якія праходзяць па месцах, звязаных з гісторыяй Беларусі, бегавыя і веламарафоны. У нашай студыі Міхаіл Сідарук, кіраўнік Федэрацыі прыгодніцкіх гонак. Яшчэ раз прывітанне, Міхаіл. І мы ўжо шмат пра што паразмаўлялі, але абсалютна не кранулі ў размове бліжэйшае ваше мерапрыемства. 14 красавіка ад сцен Крэўскага замка стартуе ультратрэйл і веламарафон Вітаўт. Што гэта будзе, колькі трэба будзе прабегчы ці праехаць, што там пабачаць удзельнікі? Наверное, начну даже с последнего, что увидят и как оно будет. Марафон Витовт — это две дистанции, 42 километра и 80 километров, как велосипедные, так и беговые. Вот. Параллельно с этим стартом у нас проходит более маленький старт, серия Жук-трейл. Это забеги на короткие дистанции 5, 10 и 21 километр. Просто вот с двумя разными названиями так удобнее, понятнее нашим участникам. Что касается Витовта, то идея у нас витала достаточно давно. Во-первых, Крева очень интересный объект и очень сильно недооцененный, на мой взгляд, объект вот с точки зрения нашей истории и культуры. Он однозначно наравне с Несвежским замком. Ну, это такое место силы, але просто там замка амаль не засталося, праз абсолютно розные историчные обставины. Ну, не вот... то, чтобы есть замки, которых осталось меньше, вот, еще меньше. То есть в Крево есть что потрогать, вот прямо вот коснуться истории, причем очень и очень многогранная, многослойная история, плюс еще и она с точки зрения там архитектуры, что ли, тоже уникальная. Это замок, который стоит в болоте. Вот, ну, то есть она просто стоит фактически в болоте, все холмы, наоборот, вокруг. Что удивительно, и это очень сильно впечатляет, кстати, европейцев, потому что они привыкли о том, что замки стоят на холме повыше, здесь стоит замок в болоте. Плюс, ну, это очень мощная история, и как бы не самая-самая интересная часть нашей истории, при этом малоизученная. Вот. Про того же Витовта мы вроде бы знаем много, но на самом деле там есть куски там, по 5 лет, про которые мы не знаем почти ничего. Вот. Поэтому мы... Второй момент для нас — это природа. Очень красивая природа с холмами, с перелесками. Вот. При этом она освоена, я имею в виду сельскохозяйственно освоена, но там нету, как, например, в районе там, Несвежа или там, восточнее Минска, крупных комплексов, там, ферм и всего прочего. Оно сохранило какую-то вот эту вот часть, не знаю, 19-го, начала 20 веков с маленькими деревнями, с хуторами, что для нас как бы следствием плюс большое количество маленьких дорог, которые остались не асфальтированные, которые нам очень-очень хорошо подходят. Потому мы в прошлом году приехали туда и сделали там первый старт. Он был такой же по формату, то есть забеги были 5, 10, 21, 42 и 70. В этом году мы до 80 подняли. Потому что в беговом сообществе есть такое круглое число, это 50 миль.
Вот, и поэтому мы как бы вот до этой цифры немножечко дотянули. Мається на увазі сухопутні мілі, натурально. Сухопутные мили, да, вот английские мили, классические, вот, ну, так. есть такая традиция, мы к ней немножечко подтянулись, потому что это интересно участникам. Крево, мы там стартуем, мы там финишируем. Но кроме этого оказалось при детальном каком-то осмотрении, что много других более маленьких, но не менее интересных мест. Например, недалеко находится Новоспасск. Это на данный момент очень маленькая деревня, но где стоит огромный, колоссальный, разрушенный костел на холме, разрушенный в Первую мировую войну. Он раз 15 переходил из рук в руки, потому что вот долина внизу, долина речки, это была линия фронта. Стратегичная высота. Это просто линия, там была просто линия фронта. Вот, он очень впечатляющий просто за счет своего месторасположения. Совсем недалеко находится высшая точка Ашмянской возвышенности, гора Мелидовская, и там были в 19 веке кирпичные заводы, кирпичные карьеры, про которых нет вообще никакой информации. Мы эту информацию из того, что мы увидели из местных жителей, потихоньку вытянули, потому что даже вот во всей литературе, которую мы искали, нету никакого упоминания про это. Я сорому чую эту информацию есть, першиню зараз от Михаила. При этом как бы кто-то из местных там историков и старожилов рассказывает там легенды, скажем так, о том, что эти карьеры на самом деле карьеры средневековые, начались средневековые, потому что Креевский замок надо было с чего-то строить. Вот она глина, с которой строили Креевский замок. Рядышком находится Лоск, это типография Симона Будного. Лосский замок, разрушенный в Северную войну. И вот таких мест по дистанции много. Начиная там вот от городищ Каменного века до городищ Полоцкого княжества, до там валунов, про которые говорят, что это один из Борисовых камней, просто, отколотый, стертый и так далее. То есть очень многоградная и история, и плюс природа, которой у нас мало. Это это холмы, но не покрытые лесом, с видами. Вот такое чувство, что иногда заезжаешь наверх холма, и ты вот на горизонте увидишь этот замок Гедемина в Вильнюсе, потому что, кажется, что видимость на 50 километров. Атрымліваецца, што, в прынцыпе, калі лесу няма, гэта можа быць нават прыгажэй, чым калі лес ёсць, таму што калі лесу няма, ёсць шырокі агляд. Да, вот лес ёсць, то, у нас только дрэва перед собой. У нас как раз в команде, которая делает эти мероприятия, скажем так, две группировки. Одним нравится кататься по лесу, а другим хочется что-то видеть широко. Поэтому и появляются даже разные старты. Вот этот наш старт, он такой луговой, полевой и, кроме того, весенний. Это весна. 14 красавіка будзе гэты забег. Што трэба зараз зрабіць, каб, я не ведаю, регистрация есть, внески, магчыма, вот это вот все. Есть предварительная регистрация, есть наш сайт arf.by, Adventure Race Federation, где можно и нужно зарегистрироваться на забег, причем можно зарегистрироваться на самый маленький 5-километровый забег, пойти погулять, и вы тоже увидите и Креевский замок, и само Крево. И отрымаете медаль. И получите медаль. Медаль. Вот. Кстати, на Жук-трейл Крево там медаль другая, то есть не ту, которую ты видел с печатью самого Витовта, с лепком, а там медаль с формой Креевского замка, с башенками. Ну, то есть она самая пригожая. Да, она просто другая, и у нас там даже некоторые участники говорят, так, а как бы нам и то, и другое? Вот. А можно пробегчи и 5 километров Жук-трейла и после выйти на марафон? В общем и целом мы не запретим такое. Это для фанатов уже. Да, первый этап на самом деле это зарегистрироваться на сайте, второе это оплата стартового взноса через билетного оператора. Вот. Максимально простой и удобный способ, который требует 2 нажатия на мышку. Все легально. Да, конечно, абсолютно, несомненно. Вот. Далее удельники... А дальше приехать. То есть положение о мероприятии, там есть очень короткий список обязательного снаряжения, и на короткие дистанции он на самом деле ограничивается телефоном. Чем коротейшая дистанция, тем коротейший список. На самом деле почти везде это телефон, для того, чтобы мы могли в случае чего вам помочь. У каждого участника в стартовом пакете, кроме нашей дистанции, которую мы придумаем, мы вам отдаем, есть
Треки электронные, которые вы можете загрузить там в любое устройство и помогать. Это маркировка дистанции. То есть не надо ориентироваться, все промаркировано стрелочками, ленточками. Вот. Это пункты питания на дистанции, где можно подкрепиться, попить воды. Это финишная медаль. И это стартовый номер, на котором обязательно внизу есть телефон для экстренной связи. То есть там, если сломали ножку, то набираете телефон, приезжает скорая и быстренько вас лечит. Хотя на самом деле это большая-большая редкость, но в любом случае скорая стоит рядом и в случае чего нам помогает. Вось, дарэчы, цікавы момант пра хуткую дапамогу. Я так разумею, што калі 250 чалавек, там 200-250 это мінімум, так вы трапляеце пад заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы цалкам, да? І вам трэба вот все гэтыя фармальнасці, пра якія мы прызвычаіліся казаць у звязку з нейкімі падзеямі апазіцыйнымі, да? Ну просто мы не бачым іх у іншым кантэксце, да? Але і вам абсалютна вот такому спартовому мерапрыемству даводзіцца іх выконваць. Да. В законе о массовых мероприятиях есть там вот прямо в самом начале, где терминология, есть так называемые иные массовые мероприятия, и там концерты, фестивали музыкальные, там в том числе спортивно-массовые мероприятия, вот прям вот спортивно-массовые мероприятия. Вот. Наколькі гэта цяжка для вас, я не ведаю. Ну, для нас уже... Вот хутка дапамога, зразумела, патрэбная на усялякі выпадак, потому что реально... Она нужна просто здариться. Потому что нужна. Да. На самом деле процесс следующий, что мы подаем заявку о проведении массового мероприятия, спортивно-массового мероприятия, там-то, там-то, то есть достаточно большое письмо, рассказываем, что будет, как будет, программу. Вот. Дальше проходим стадии согласования с райисполкомами, иногда с облсполкомами, потому что захватываем большие территории. Несколько районов. Вот. Так. Несколько районов, или у нас там больше 1000 человек, мы понимаем, что их будет. Вот. То есть проходим всю эту процедуру, и дальше в зависимости от района, в зависимости от там, ответов, это либо там район самостоятельно занимается оповещением остальных органов, как бы сопутствующих, либо этим занимаемся мы. Эта процедура, к сожалению, у нас не кодифицирована, что ли, то есть нет вот порядка, который был бы во всей стране. Для всех. Да, то есть вот нету шаблона, нету алгоритма, по которому работали бы все районные областные власти. Они в каждом районе они немножечко отличаются, то есть это какие-то такие неудобства для нас, если мы первый раз работаем. Из каких-то там вот свежих вещей, вот положение номер 49 Совмина, которое вышло 1 февраля об обязательных оплате там, работы органов УВД и всего прочего, оно нас тоже очень сильно болезненно затронуло, потому что это повышает стартовые взносы для участников в 2 раза. Вот. И насколько мы понимаем сейчас по общению с властями, никто не предполагал, что вот есть такие, что это затронет в том числе и спортивные мероприятия, поэтому мы надеемся на какое-то улучшение ситуации в этом вопросе для нас. Потому что сур'ёзна гэта для людей, якія да вас прыязджаюць? Ці адпужне такі матэрыяльны фактор? Несомненно, потому что если сейчас наш стартовый взнос, там, не знаю, половина от стартового взноса у наших соседей, там, у поляков или у литовцев, или даже у россиян, то те суммы, которые прописаны там, они повышают его в 2 раза. И мы... выровняется, да? Да, а все-таки людям интереснее путешествовать за рубеж. Нашим людям очень интересно путешествовать за рубеж. Поэтому привлечь их на наши мероприятия станет сложнее. Это натурально, что усім людям по всем свете цікаво вандраваць по суседях там. Да. И на самом деле у нас чуть ниже, не чуть, а нас заметно ниже культура именно внутреннего туризма. Мы пытаемся его в том числе развивать. Для нас это важно, показать людям разные регионы. Як ты ранее уже сказал, что шмат людей не бывали в Крыве. Да, мы делали месяц назад, даже чуть-чуть меньше, 3 марта, забег в Гродно, под самым Гродно, и привезли туда 250 минчан, и все были счастливы. Но
скажу До речі, честно, якраз зараз гэтымі днямі шмат мінчан абмяркоўваюць тоже поездку в Гродно. да, еще поездку одну. в Гродно, і тое, што вельмі шмат тых, хто лічыць сябе, ў прынцыпе, фанатамі беларускай гісторыі, патрыётамі, как-то вот в Гродно дагэтуль і не потрапілі ніводнага разу. Вот. Ну, нас надо отдать должное, что чаще всего нам идут навстречу, нам помогают, и каких-то таких вот серьезных преград нам никто не ставит, советуют, помогает. То есть могу сказать, что вот в Гродно мы провели просто с большим удовольствием мероприятие, вот, и, ну, я не бачу. и несколько раз как бы мы вот встречались, общаясь уже про следующие года, и, например, Гродненский район хочет наше мероприятие себе вот в календаре заранее, чтобы вот развивать какие-то вот новые места, даже которые сами гродненские организаторы не трогают. Ну, выдатна, это таму ж Гродзенскаму раёну дадасць нейкай сістэмнасці ў працы, а вам гэта дадасць таксама, ну, сістэмнага партнёра, Да, з якім вы будете супрацоўнічаць там раз на полгода, раз на год, не ведаю, столькі, сколькі да, спатрэбіцца. сколько люди захотят ездить и путешествовать. Так, ну што, як патрапіць на марафон, мы, ў прынцыпе, абмеркавалі. Што за марафон, што там людзі пабачаць, таксама, здаецца, абмеркавалі. Я не ведаю нават, ці засталося яшчэ што-небудзь, пра што нам абавязкова трэба паразмаўляць. Пра прыгожыя медалі нават. І пра тое, што яны розныя будуць у удзельнікаў жук-трэйла. І... О, а што такое ультра-трэйл? Чым ён адрозніваецца звычайна забега? На самом деле ультра в беге добавляется к любой дистанции больше, чем 42 километра, 195 метров, то есть больше марафона. Але у вас яна якраз таки і ёсць марафонская? Ну да, она у нас есть марафонская, но у нас есть 80 километров, да, поэтому вот я ультра... думаю, что 80 километров это чисто для роверов, а Нет. это можно и пробегчи на роверах проехать да, 80 километров. Да, 80 километров у нас есть беговая дистанция, есть вот там Теперь те люди, которым интересно страдать так долго. Яким не цікаво уже 42 километра бегчи, им треба амаль удвоя. Тут в 2 раза больше удовольствия. Да, так ты сказал просто покутывать, а я вот думаю, что для их это все как раз-таки мета. Нават высветлілі, что слово ультра-трейл не трэба пужацца, асабліва калі вы не збіраецеся бегчы 80 кіламетраў. Вось. Я думаю, что на гэтым трэба сказаць дзякуй Михаилу. Михаил, рады былі бачыць у студыі Еўрарадыё, здаецца, упершыню. Да, упершыню. Калі адбываецца звычайна налібокскі марафон? Налибокский это 25-26 мая. В этом году мы полностью в Налибокской пуще. Вот наконец-то мы в нее вернулись так целиком, надолго, с очень хорошим партнером в виде самого заказника Налибокский. Поэтому тоже всех зову. Самое большое наше велособытие, которая как раз на стадии согласования. Я очень надеюсь, что у нас все с ним будет благополучно. То бок зараз у вас репетиция своя особливая, да? Ну, нет. То есть мы этим всем занимаемся. Оно отдельно, автономно. Мы занимаемся этим всем параллельно. Просто налибоки большие и достаточно часто страшные для согласований, потому что это 1500 человек, только участников. И это всегда настораживает, потому что это большая масса людей. Но благо мы в этом районе в Минской области проводим давно, нас там знают, я надеюсь, помнят. Ну, каб усё атрымлівалася, па-першае. Ну, а па-другое, да пабачэння, шаноўныя нашы слухачы і гледачы. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Мы размаўлялі пра бегавыя марафоны, якія адбываюцца ў Беларусі па месцах, звязаных з беларускай гісторыяй, і ў прыватнасці пра марафон «Вітаўт», які стартуе ад сцен Крэўскага замка 14 красавіка. Пачуемся.